Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на январь и посмотрим, что идет к вам в январе, кто идет к вам в январе. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, на какие события, на каких людей будет богат этот месяц. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, месяц у вас, конечно, горячий вышел. Здесь такие знаки, смотрите, здесь месяц, здесь ключ. Так, мои хорошие, кто зашел на эту отсыпочку? У вас в январе идут просто головокружительные перемены. Меняться будете вы, ваша жизнь, ваше окружение и еще какие-то возможности. Возможности для вас появятся. Ну, давайте разбираться. Хочу сразу начать именно с ключа. Видите, вот он ключ. Ключ большой, ключ серьезный, как ключ от вашей новой жизни, либо ключ от каких-то новых возможностей. То, что было недоступно, невозможно, закрыто, скрыто, но то, в чем очень-очень сильно нуждались, либо то, что вы прям ждали, просили, за что молились, да, перемены, за которые вы молились. То есть вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но этот ключ меняет все и сразу. Этот ключ будет вам дан в ответ на вашу мольбу, на вашу просьбу, на ваш запрос. Но у кого-то просто время пришло, время вот именно крутых перемен. Ключ будет дан, но открывать придется вам. То есть нужно будет предпринимать какие-то действия, либо какие-то шаги, поступки совершать для того, чтобы все это сработало. Ну, как говорится, отсидеться, отмолчаться не получится. Само собой все не произойдет. Будут даны возможности, как такие, знаете, эти лампы сигнальные, а вы уже должны к ним идти. Идти, делать, работать, использовать, договариваться, соглашаться, отказываться. Ну, уже все будет зависеть от вас. Ключ будет вам дан. Так, здесь еще показывают какого-то человека, который проявится как истинный друг, как истинный партнер, как истинно любящий человек. Но вы все разные, да, у кого-то друг, у кого-то муж. Человек проявит себя, ну, просто с большой буквы. Здесь как по-новому вы посмотрите на этого человека, по-новому какие-то новые грани этого человека вам откроются. То, чего вы не ждали, не думали и даже в этом человеке не искали. Знаете, как герой себя поведет, герой. Героические поступки, какие-то серьезные решения, действия, опять же таки, на ваше благо направленные. Здесь человек прям весь месяц будет себя показывать на высоте. Однозначно улучшатся ваши взаимоотношения, да вообще по-другому будете смотреть на этого человека. Больше доверия появится, близости и доверия. Так, с левой стороны две волны, как две ситуации, как две проблемы, с которыми вам придется бороться. Одна такая, знаете, несерьезная, это мелочь, быстро справитесь. А вот за второй проблемой стоит человек. Человек скверный, человек агрессивный и человек, ну, упертый. Упертый просто до предела. Будет вам как-то мешать, создавать помехи, либо даже какие-то действия предпринимать, да, чтобы вас остановить. Значит, не бойтесь этого человека. По сравнению с вами это так, букашка, таракашка. Бояться не надо. Человек громкий, да, громкий, его слышно, он создает вот эту иллюзию объема. На самом деле он никто, либо она никто, да, и бояться не надо. Здесь, знаете, есть такое выражение «брать на понт». Вот про этого человека так можно сказать. За этим человеком ничего нет. Это пустышка, но громкая. Вот. Если уши заткнуть, да, и делать то, что надо, да, все получится. Никого не бойтесь. Есть проблема, есть ситуация, идите решайте. Решайте так, чтобы вам было хорошо, чтобы для вас это было успешно. И никого не слушайте, ни на кого не смотрите и никого не бойтесь. Здесь пустышка. Человек пустышка, но громкий. Так, дальше. Есть очень какие-то комфортные условия, либо возможность отдохнуть. Возможность отдохнуть недолго,
не обольщайтесь, но тем не менее будет. В течение, вот, например, 3 дней, да, 3 дней, 3 прекрасных дня, когда вы ничего не делаете, вы просто отдыхаете, вы приходите в себя, вы набираете сил, вы вот чувствуете, да, что с вас усталость уходит. Здесь очень комфортненько будет, сыто, тепло, удобно, уютно. И вот при 3, да, 3 дня. Может быть, вам ваши близкие подарят эти 3 дня. Может быть, это 3 дня выходных, когда вы можете прям сказать: все, я ничего не делаю, я просто отдыхаю. Очень полезные 3 дня, которые помогут вам полностью восстановить свои силы. Так, еще здесь раскрытый банан. Раскрытый банан, который будет брошен вам под ноги кем-то из ваших родственников. То есть по вине кого-то из ваших родственников могут быть мелкие неприятности, либо даже какие-то как травмы. Ну, случайно, это все случайно. Поэтому будьте бдительны и, пожалуйста, обращайте на все внимание. Не допустите этого. И здесь нет никакого злого умысла, здесь просто роковое стечение обстоятельств. Кто-то что-то может сделать, либо не сделать, либо действительно спровоцировать какую-то ситуацию, где вы можете какую-то травму получить, да, либо какая-то неприятность, и вам придется с этим всем разбираться. Здесь как предупреждение идет. Будь внимательным, быть начеку, быть настороже. Да, и даже если это близкий человек, которому вы прям доверяете на все 100, все равно каждый может ошибиться, каждый может такую оплошность допустить. Здесь вот мне почему-то на какую-то травму идет. На травму, либо вот, знаете, придется с чем-то вот экстренно разбираться, что-то решать, что-то делать. По вине кого-то из ваших родственников. Так, еще в январе у вас 1 дверь, 2 дороги. 2 дороги, как выбор, да, как дойти до этой двери. Одна дорога достаточно долгая, знаете, как в очереди постоять, там, дождаться этого дня, там, выждать это время. А вот вторая, она у вас как бы это помягче сказать, она как платная, да, то есть вы денежку даете и вот прям быстренько проходите, либо быстренько что-то делаете. Откажитесь от этой мысли. Не стоит денежки платить, надо денежки беречь. Это первый момент. И второй момент. Если вы ступаете на эту дорогу платную, то вы будете платить постоянно. По каждой мелочи с вас будут просить деньги. Смотрите, и так вы к этой двери доходите. Только в одном случае вы тратите время, да, ожидание идет, но бесплатно, да. А во втором случае вы постоянно будете платить. Здесь не один раз придется платить, здесь несколько раз, либо нескольким людям придется платить. Поэтому лучше уж подождать, в очереди постоять, да, и добиться своей цели, чем то же самое, но только с серьезными финансовыми затратами. Выбирать, конечно, вам, но я вас предупредила. Так, еще есть какой-то образ женщины. Женщина, которая свела мужчину с ума. Девушки, вы будете очень хороши, прям похорошеете, может быть, отдохнете, может быть, вам захочется что-то новенькое одеть, красивое, в принципе, себя показать захочется. А может, на свидание пойдете с парнем, может быть, даже со своим мужем пойдете на свидание. Здесь мужчина просто голову от вас теряет. Здесь мужчина прям сам не свой. Вы его даже как узнавать перестанете, вот как он себя будет вести, красиво, галантно, мимишно, такая нежность прям от него идет. Если вы в браке с этим мужчиной, знаете, как заново влюбился в вас. Если вы только вот встречаться начали, то человек действительно потерял голову от вас. Прям будете чувствовать, что он в вашей власти. Такое прям ощущение императрицы, да, что этот мужчина в моей власти, и я могу с ним делать все, что мне заблагорассудится. Классное ощущение. У вас от этого ощущения будут глаза гореть. Прям, да, на высоте. Красотка. Вы действительно красотка. Кстати, вы всегда умели сводить мужиков с ума, но почему-то этим не пользовались. Сейчас, девчонки, запомните все, что вы делали, весь этот алгоритм, да, последовательность действий, и, пожалуйста, это почаще применяйте. Так, еще какая-то встреча с очень важным, таким деловым, активным человеком. Человек, как акула бизнеса мне идет. Акула бизнеса, очень жадный, очень жадный. Он вас будет хвалить, он будет вам рассказывать, какая вы идеальная, либо идеальная, если смотрит меня мужчина.
будет обещать вам все на свете, но кроме денег. Значит, мои хорошие, он очень в вас заинтересован. Очень-очень. Больше, чем вы в нем, например, да, либо больше, чем вы в этой работе. Поэтому имейте это в виду, не стесняйтесь, торгуйтесь, берите ту цену, которая вам будет приемлема. Не соглашайтесь на льстивые слова. Это всего лишь слова. Просите цену, выставляйте свою цену, да, и не уступайте. Да, он будет там выкаблучиваться, но тем не менее по итогу с вами согласится. Если вы пойдете на какие-то меньшие деньги, либо вот прям дадите ему понять, что да, меня можно уговорить, девчонки, ничего хорошего не получится. Он постоянно будет с вами торговаться, он постоянно будет занижать оплату вам, да, там будет прикапываться к вам. То есть здесь вот как первое что-то идет, да, первый разговор, первая встреча. И важно себя вот прям показать, что вы, извините, себя не на улице нашли, что вы специалист, что вы в себе уверены, что вы знаете и трезво оцениваете себя, свою работу. Да, вот я стою столько-то и ни копейка меньше. Вот это будет правильно. Но он прям очень вами будет заинтересован. Но он акула, хитрая, жадная акула. Имейте это в виду. То же самое мужчины. Может быть, какое-то предложение, контракт вы будете подписывать. Ваш этот будущий как начальник, либо партнер очень-очень сильно в вас заинтересован, но жадный. Как человек, как специалист, как руководитель хороший, но опять же очень такой прижимистый по поводу денег. Здесь прям каждую копейку нужно будет вырывать. Так что имейте это в виду. Так, еще встреча с людьми, с которыми вы очень-очень давно не виделись, либо люди, с которыми вы общались, но в силу обстоятельств, возможно, общались в интернете, по телефону, да, лично вот как-то не виделись, не встречались. Здесь несколько приятных таких встреч, очень хорошо будете проводить время, очень весело, очень хорошо. Так, дальше. С правой стороны у вас идет какой-то промежуточный результат, либо вашей работы, либо вашей какой-то деятельности, а может быть решение какой-то ситуации. Это то, что было начато, может быть, в прошлом месяце, либо несколько месяцев назад. Это то, над чем вы постоянно работаете, это то, о чем вы постоянно думаете. Идет промежуточный результат. Неплохой, сразу хочу сказать. Но у вас есть возможность вообще эту ситуацию в январе закончить. Прям под самый конец января ее закончить. Здесь все зависит от вас. Насколько вы вкладываетесь в эту ситуацию, да, настолько вы получаете отдачу. Где-то вот к середине месяца у вас только промежуточный результат выходит. Все в ваших руках. Усилитесь, ускоритесь, удвоите свои усилия, да, начнете больше работать. Вы закончите все уже в январе. Да? К концу января все уже закончится и будет прекрасный вам результат. Чем больше вложений, тем лучше результат. Так идет. Поэтому не стоит, как говорится, откладывать долгий ящик. И знайте, что все зависит конкретно, персонально от вас. Так, еще здесь какой-то мужчина от вас отвернулся, идет, плачет, в другую сторону идет. Девушки, женщины, скорее всего, мужчина, который вас очень долго донимал, доставал и делал вашу жизнь невыносимой. Бывают такие отверженные, там, возлюбленные, может быть, какой-то бывший, который проходу вам не давал, мучил вас. Может быть, мужчина, который просто к вам постоянно приставал, а вы все отгоняли его, отбивались от него. Не хотите вы его, не хотите, ни под каким соусом не хотите. Вот в январе этот человек наконец-таки поймет, что ему нет места в вашей жизни. Уйдет со слезами на глазах. Может, даже в прямом смысле в вашем присутствии человек расплачется, там, психанет, расплачется и убежит. Да, бахнет дверью и убежит. А может быть, человек даже как в запой уйдет, да, с горюшка в запой уйдет. Девчонки, то, что вы хотели, то, о чем вы мечтали вот в плане отношений с этим человеком, оно произойдет. Оно произойдет. Вот прям кому-то, я вижу, легче станет. Как только этот человек уходит, вам прям легче становится. Как такой триггер из вашей жизни пропадает. Оставит вас в покое, не будет больше вас ни доставать, ни приставать, ни мешать вам строить свою личную жизнь. Так, в следующем моменте еще здесь нам показаны денежные переходы. Денежный переход. Смотрите, деньги, которые вы
получите с правой стороны, то есть это то, что вы заработали, либо то, что вы получаете регулярно. У вас эти деньги, и плюс еще с левой стороны какой-то человек вам денежку тоже дает. Даже не просто дает, а как под ноги вам подкладывает, как в дар приносит вам денежку. То есть обычные деньги, то, что вы получаете регулярно, и плюс еще как дар, деньги как дар. То есть две суммы у вас идут, просматриваются. Так, еще кто-то вам предложит покататься у себя на спине. Знаете, как человек скажет: давай садись, я тебя покатаю. То есть это помощь, причем, возможно, физическая помощь. Да, человек может что-то физически для вас сделать. И также помощь в какой-то ситуации, в какой-то проблеме. Человек вызывается сам. Вы не просите. Вы не просите, человек подходит, говорит: давайте я помогу. У меня есть возможность, давай я тебе помогу. Прекрасная ситуация для вас. Я просто вижу, что вы человек очень скромный. Вы можете отказаться. Вот смотрите, ваш отказ станет двойной проблемой. С одной стороны, вы себе усложните жизнь, а с другой стороны, усложнятся взаимоотношения с тем человеком, кому вы отказали. Человек действительно хочет вам помочь. Здесь очень благие мысли, здесь нет плохих мыслей, здесь нет какого-то прикрытого, я не знаю, мотива. Да? Нету. Человек просто решил помочь. А вы говорите: нет, не надо. Нет, не надо. Я буду сама надрываться, я сама буду это тащить. Не надо мне помогать. Да? Человек может очень сильно обидеться. Поэтому имейте это в виду. Если вам помощь предлагают, пожалуйста, не теряйтесь, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не нажить себе две проблемы. Так, у вас тут гора небольшая, либо скошенная гора. Проблема, которая уменьшается, либо проблема, которую легко можно будет решить. С левой стороны что-то неожиданно произойдет, да, и ваша ситуация станет легче. Нужно обязательно воспользоваться этим моментом и не откладывать долгий ящик. Проблема уменьшилась, нужно быстро ее решить. А вдруг она опять вырастет, да? Думайте об этом. Понятно, что хочется отдыхать, расслабляться, но не забывайте о том, что у вас есть обязательства, и о том, что есть проблемы, которые нужно решать. Иначе они имеют свойство накапливаться. Здесь ситуация улучшилась, проблема стала меньше, так давайте быстренько с ней справьтесь, да, и дальше отдыхать, либо занимайтесь своей жизнью. Ничего не откладывайте. Ничего. Прям возьмите себе за правило в январе все делать вовремя. Это вам будет очень помогать. Очень-очень помогать. Вовремя, к месту, не откладывая, никого не ждите, ничего не ждите. Есть вопрос — решайте. Есть ситуация — разбирайтесь. Вот по такому правилу живите. Это очень вам облегчит жизнь. И порядок, кстати, в вашей жизни благодаря этому будет. Кстати, по поводу порядка. Кто у меня чистюля? Вот вам в январе я не позавидую. Потому что постоянно какой-то кипиш происходит. То ли в доме, у вас, то ли у кого-то из ваших близких. Вы везде почему-то ходите и убираете. Начищаете, натираете, приводите в норму. Чистоплотность — это, конечно, замечательно, но без фанатизма, ребят, без фанатизма. А то весь январь так и будете убираться. Да. Либо кого-то еще подключаете. Может быть, младшему поколению давайте возможность себя проявить. Это тоже хороший вариант. Так, еще какие-то визиты идут. Визиты. Вы кому-то будете наносить визиты, и к вам кто-то будет приезжать. Много людей, как, знаете, толпы, везде толпы. Вот вы к кому-то приехали, там прям толпа людей. К вам кто-то приехал, опять толпа людей образуется. Зато весело, зато не скучно, да? Но все вместе веселее будет. Здесь прям дорога и туда, и обратно. То есть и вы, и к вам, и вы, и к вам. И да, еще почему-то все дороги у вас по времени будут очень продолжительными. То есть обычно вы там едете, пусть там, пример, да, там полчаса, будете ехать 40 минут, либо час. Почему-то как-то долго вы будете ездить. Какие-то, может быть, пробки на дорогах, может быть, погода какая-то будет интересная, да, что вот транспорт медленно двигается. Это не страшно, Главное, чтобы доехать, да, целеньким и невредимым. Так, теперь мы переходим к венцу. В венце у вас прям месяц. Девушки, женщины, кто
Кто сомневался в чувствах мужчины? Именно в январе все станет на свои места. Именно в январе будет ясность между вами. Это первый момент. Второй момент. У многих из вас в январе, ну прям действительно, как череда, линейка, да, событий, которые начинают очень глобальные перемены в вашей жизни. Не всегда это будет легко, не всегда это будет просто, всегда это будет волнительно, переживательно. Имейте это в виду, ничего не бойтесь, знайте, что все это к лучшему, это то, чего вы очень долго ждали, и вот оно начинается. Это длительный процесс, он растянется, может быть, на 2, на 3 месяца, но поверьте, вот время пришло, так как раньше уже не будет, вы идете на улучшение. Каждая перемена несет за собой большой-большой плюс в вашу жизнь. И третий момент. Именно в январе будет очень много чудесных событий с вами, в вашей жизни. Тут и сны могут необычные сниться, и люди могут там, знаете, как-то перед вами по-другому раскрываться. На многих людей у вас глаза откроются, как поймете, кто перед вами, кто друг, кто враг, кто просто так. Понимаете, очень хороший месяц в плане вот интуиции, эзотерических практик. И также по месяцу январь очень благоприятный для эзотерических практик, для обрядов, для ритуалов. В январе вам будут сниться очень необычные сны. В январе даже какие-то чудесные события с вами будут происходить. Поэтому кто в теме, кто этим занимается, кто этим живет, пожалуйста, не упустите. Весь январь, он просто вот энергетически способствует раскрытию тайн, секретов, там, гаданий, предсказаний, всяких обрядов, ритуалов. Делайте, практикуйте, поверьте, это все будет к лучшему. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.